Безусловно, наиболее значимые события недели – прямая линия главы республики Владимира Уйба. Она оказалась рекордно продолжительной. Глава отвечал на вопросы жителей Коми более 3 часов. И такой же рекордно богатой на заявления. Обо всем по порядку. Наталья Юрина. Первый вопрос прямой линии от жителей арктических территорий. Перспективы развития Воркуты-Инты. Как отмечает Владимир Уйба, эти моногорода вошли в план диверсификации, который утвердило российское правительство. По документу в Воркуте и Инте планируют создать новые производственные площадки, не связанные с добычей угля. Нам надо создать 6 тысяч рабочих мест, новых рабочих мест. И понятно, что на это привлечь инвестиции и государственные деньги. Так вот, объем инвестиций и государственных денег, которые мы на этот план диверсификации по Воркуте и Инте, уже сегодня превышает 150 миллиардов рублей. Якорными предприятиями в Инте станут 2 завода по производству карбида кальция и ферросплавов и железобетонных изделий. На первой площадке уже монтируют оборудование. На базе агрокомплекса «Инта Приполярная» модернизируют производство по глубокой переработке оленины. Жители в ожидании запуска завода железобетонных изделий. За последние несколько лет после ликвидации шахты в Инте стали появляться новые производства. Запуск тех проектов для нашего города очень значительный, потому что это привлечение новых инвестиций, привлечение новых рабочих мест. Соответственно, в нашем городе это очень много чего стоит, потому что в последнее время мы только закрывались в городе. Сейчас строительство новых сооружений. Также в связи с этим пришли, может быть, с этим, может и нет, пришли новые сетевые магазины, что тоже очень порадовало людей. В общем, для нашего города привлечение инвестиций, новых рабочих мест – это очень большой плюс. В Воркуте делают ставку на разработку месторождений барита и других материалов, использующихся при строительстве. По мнению главы Коми, моногорода – великолепные площадки для привлечения бизнеса из-за выгодных налоговых преференций для резидентов арктической зоны. В Воркуте прорабатывают создание инновационного кластера, который объединит ученых и врачей. Первые смогут изучать вечную мерзлоту, вторые – оказывать профессиональную помощь экипажам судов на северном широтном ходу. Переселять из районов Крайнего Севера планируют на юг республики, в Сыктывкар и Прилузье. Сегодня ожидают новоселья около 25 тысяч человек. Нужно создать точки притяжения внутри республики. Например, построить новый микрорайон, может быть, несколько микрорайонов со всей инфраструктурой, с рабочими местами, безусловно. Потому что очень многие люди, переезжая, они еще в трудоспособном возрасте, и им нужна работа. В строительстве таких микрорайонов помогут обременения для заготовителей леса, программа «Стимул» и комплексная застройка территорий. От перспектив северных районов к проблеме мировой. Треть комментариев по трансляции прямой линии от жителей Коми про вакцинацию и введение QR-кодов. Владимир Уйба отмечает, что власти прорабатывают несколько послаблений. Например, готовят QR-коды для переболевших ковидом бессимптомно. Сертификаты будут выдавать на основе анализа крови на антитела. Если титр высокий, то штрих-код станет доступен. Считаю, что если человек бессимптомно переболел, или переболел даже с какой-то симптоматикой, но не сходной с ковидом, как ОРВИ протекло, и он не знал, что это ковид, но мы говорим, сдайте антитела, на антитела. И если титр антител, то есть уровень антител будет от 300 до 500 международных единиц в системе БАУ, есть такая система, которая говорит о клеточном иммунитете. То есть это защита вас. Подкрепление получат и районные больницы. 6 миллиардов рублей выделят Коми по нацпроекту здравоохранения до 2025 года. На эти деньги в каждую ЦРБ закупят рентгеновские комплексы, флюорографы, маммографы и 155 компьютерных томографов, необходимых при ковиде. Во время прямой линии поднимается вопрос о нехватке врачей. Благодаря программе «Земский доктор» на места привлекли более 40 специалистов. Однако этого недостаточно. Владимир Уйба озвучивает новый для региона подход. Внедрение системы работы врачей общей практики. Специалисты регистрируют как предпринимателя, за ним закрепляют около 2000 пациентов с душевым нормативом по полису ОМС. Сегодня это примерно 8 тысяч рублей в год на человека. Прикрепляем 2000 человек. Мы знаем, что у каждого есть полис ОМС. И по каждому у нас душевой норматив есть. Примерно 8 тысяч рублей в год у каждого человека. Полис работает, сейчас многие удивятся и скажут, а как же мы вообще лечимся? Здоровый платит за больного. То есть кто-то не обращается, и, соответственно, эти деньги идут на больного.
Вот 8 тысяч рублей на одного человека. Соответственно, вот 2000 человек, которые мы прикрепляем к этому врачу, у него бюджет 16 миллионов рублей в год. Значит, но мы говорим, что мы не можем отдать ему 8 тысяч. Почему? Потому что часть людей пойдет в стационар с его участка. Соответственно, мы должны отдать 50% на стационар. Но даже из 16 миллионов, оставив 8 миллионов рублей на индивидуального предпринимателя, врача общей практики, мы имеем совершенно другой уровень оказания медицинской помощи. Врач общей практики – универсальный специалист. Это и терапевт, хирург, невролог, кардиолог, гинеколог и педиатр. В следующем году подготовят 100 таких кандидатов по специальному курсу обучения. Идея, озвученная главой на прямой линии как главному врачу, очень интересна. О ведении врача общей практики как индивидуальных предпринимателей. Ни для кого не секрет, что в сельских районах узких специалистов не хватает. Не хватает участковых терапевтов, и нагрузка, конечно, колоссальная в условиях новой коронавирусной инфекции. Будет удобно людям, удобно нам, удобно специалистам, но немножко непонятен механизм реализации этого проекта, а в целом я одобряю данное направление. В отдаленных населенных пунктах будет работать выездная бригада врачей, делится планами Владимир Уйба. До конца года в республику поступит КАМАЗ с прицепом и диагностическим оборудованием. Новшество сделает доступной диспансеризацию. Привлекут в Коми врачей и из других регионов. Приглашаем на работу не из республики, чтобы свои кадры не обкрадывать, а приглашаем извне. 10 лет контракт. То есть ты живешь в служебной квартире. Квартира по составу твоей семьи. У тебя, допустим, 3 человека, ты живешь в двухкомнатной квартире, 4 человека, ты в трехкомнатной. Но 10 лет квартира тебе не принадлежит. Она государева, она служебная. Ты живешь и работаешь. Тебе платят плюсом к твоей зарплате еще 300%. И эти деньги тоже нам дали. Потому что разъездная работа. Иди попробуй, найди людей, чтобы он весь год, ну, за исключением 2 месяцев отпуска, да, чтобы он весь год ездил по деревням и селам. Во время прямой линии звучит вопрос от жителей Помозина, когда отремонтируют дорогу от Усть-Кулома до их села. Как поясняет глава, поблизости нет асфальтового завода. Смола должна прибыть к точке укатывания в определенной температуре. В противном случае теряется качество. Решение нашли. В том же Усть-Куломском районе специалисты Московского дорожного института попробовали новую технологию. Суть этой технологии – это присадка, которая добавляется в смесь, когда готовится щебень с песком. Это не асфальт и бетон. Это щебеночная смесь, когда готовится на покрытие дороги в щебеночном исполнении. Вот, песок со щебенкой. Так вот, туда добавляется вот эта присадка. И 20 сантиметров делается слой вот из этого вот пирога, щебенка, песок и вот эта присадка. И этот 20-сантиметровый слой становится по прочности асфальтобетоном. Но для этого не надо никакого асфальтового бетонного завода. Для этого не надо тащить асфальт ниоткуда. Единственный минус – по новой дороге нельзя ездить первые 2-3 недели. Из плюсов – скорость, цена, устойчивость к отрицательным температурам. По новой технологии дорогу в Помозино власти собираются ремонтировать. Для начала придут в порядок 10 километров. Дальше – больше. В следующие 2 года реконструируют 4000 километров, по которым проходят школьные маршруты. Звучит тема и авиаперевозок. Что будет с Коми Авиатрансом? Для финансового оздоровления компании власти Коми выделили 1,8 миллиардов рублей. На будущее присматривают новые модели. Пока остановились на Байкале. Выйти на безубыточность Коми Авиатранса планируется за счет развития вертолетных перевозок. Я хочу сказать, для Усинска это очень большая проблема, потому что кроме как железной дороги и вот, кстати говоря, и авиаперевозок, у нас, в общем-то, нет никаких возможностей добраться до большой земли. Вы знаете, что зимник – это зимник, а вот в летний период – это баржи. Это не совсем удобно. И, конечно, для нас эта проблема очень острая и актуальная. Потерять этого перевозчика – это просто невозможно. Я думаю, что и правительство прекрасно понимает, и все меры, которые направлены на поддержку, они связаны с тем, чтобы жизнь людей не ухудшалась, а только улучшалась.
Жители Емвы спросили у главы Коми про строительство водовода. Владимир Уйба отмечает, ПСД готовится. Для того, чтобы проект реализовать, необходимо немалое финансирование. Его можно получить по нацпроекту «Чистая вода». Опыт положительный есть. В Микуне проблему решить удалось. В Ухте работа ведется. Также решить проблему с водообеспечением может помочь народный бюджет. На инициативы ежегодно будут выделять рекордные 400 миллионов рублей. Средства пойдут на развитие территорий, в том числе и сельских. Жителям программа полюбилась. По народному бюджету у нас сейчас источник. Вот это источник отремонтировали, там реконструкцию полностью провели. Сейчас можно даже прийти, любой незнакомый человек может прийти и там отдыхает там на этом источнике. Вообще вода чистая бежит. У нас установили визит-центр красивый там. Может, где-то там уже он мелькал в новостях. Вот очень красиво вечером идешь, так светятся там лампочки, светят фонарики. Блок вопросов, затрагивающий судьбу села, получился объемным. Развивать экономику республики планируют в том числе и благодаря местным сельхозпредприятиям. Глава Коми дал поручение районным властям проанализировать, как предприятия работали в советские годы и что можно производить сегодня. До конца года сейчас от каждого главы муниципалитета получают данные. Дальше мы их обсчитываем. И где-то к середине года мы уже выходим на... Там учить людей надо, параллельно учим. И дальше выходим уже на предмет, что мы готовы вот в таком населенных пунктах открывать вот такие производства. В 2022 году начнут выдавать дотации на социально-экономическое развитие муниципалитетов более миллиарда рублей. Уделяют внимание на местах и теме культуры. В этом году из изначально запланированной сотни отремонтировано более 150 ДК. А вот на вопросе цифрового неравенства глава Коми останавливается подробно. Люди, приезжающие на лето в село Грива Кайгородского района, поинтересовались, почему в 21 веке там нет сотовой связи. Владимир Уйба опроверг информацию и предложил позвонить в Гриву. Мы позвонили и проверили. Связь есть. До недавно не во времени, а это до где-то 12 ноября у нас действительно были серьезные проблемы с сотовой связью, но у нас в этом году установили вышку Теле2, затем приезжали представители Ростелекома, раздавали людям бесплатные сим-карты, и уже с 12 числа связь появилась. Связь есть у всех, люди очень довольны. С Минцифры приезжали представители, вместе с главой они проехали по всему селу. В самых отдаленных и самых неудобных 8 точках они смотрели, зону покрытия. Зона покрытия очень хорошая, даже сказали, что лучше, чем в Сыктывкаре. В этом году определили 14 сел, где в 2022 году появится сотовая связь и интернет. Сейчас налаживают связь в Большом Галово и Мощи-Юге Ижемского района. Также во время прямой линии рассмотрели вопросы об особой экономической зоне в Сыктывдинском районе, детском питании от местных производителей, строительстве школы в Ижеме и льготных лекарств. Как отметил председатель Госсовета Коми Сергей Усачев, на прямой линии Владимир Уйба показал полную открытость в общении с гражданами. Безусловно, вопросов было очень много, но это отнюдь не показатель, что у нас только проблемы. Они накопились за долгие годы, но это показатель высокого доверия к главе как последней инстанции. Формат прямой линии всегда был эффективным инструментом, который позволяет точнее почувствовать ситуацию на местах. По времени разбор обращений занял рекордные 3 часа 10 минут. Владимир Уйба старался ответить на максимум заданных вопросов. В завершении прямого эфира он поблагодарил жителей Коми за вопросы и обращения.